ритме едином сердце бьется в такт. Мы не боимся, ведь вместе легко. Пусть каждый из нас оставляет свой знак. Вот это да, мы зажгли небеса. С нами поют вместе ваши сердца. Каждый из нас — это голос пути, где загораются все ваши мечты. Вот это да, мы все дети планеты, и пусть звучат любимые ноты. Мы как планета, где каждый звезда. Музыка в нас и одна навсегда. Смело идем, и горит наш маяк. В каждом аккорде мы слышим свой шаг. Вот это да, мы зажгли небеса. С нами поют вместе ваши сердца. Каждый из нас — это голос пути, где загораются все ваши мечты. Вот это да, мы все дети планеты, и пусть звучат любимые ноты. Вот это да, мы зажгли небеса. С нами поют вместе ваши сердца. Каждый из нас — это голос пути, где загораются все ваши мечты. Круто, 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 супер исполнили. Добрый вечер, дорогие телезрители, в прямом эфире телеканала Якутия-24. Финал нашего второго вокального интерактивного конкурса «Вот это да, дети». И на нашей сцене финалисты проекта. Для кого-то это первый шаг в профессию вокалиста, а кто-то уже не новичок на сцене. Ну и хочется, конечно, всех поздравить. Сегодня светлый праздник Пасхи, поэтому пусть в каждом доме будет радостно и уютно. Всех поздравляем. А еще сегодня день космонавтики. 12 апреля, 12 участников. И все совпало в этот радостный день. Символично, так сказать, так скажем, да? Да. Ну, еще за весь конкурс мы услышали много песен. Веселых, озорных, серьезных, даже грустных. И сегодня обязательно вам чья-то песня откликнется в душе, и вы захотите поддержать юного артиста голосованием. И сегодня мы отметим, что участниками проекта стали ребята из Хангаласского, Тампонского, Намского, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского улуса и, конечно же, города Якутска. Ребята, желаем вам всем удачи. И под номером 1 сегодня выступит Валерия Помигалова. Хлопаем. Вторым участником Самира Архипова. Третьим Эрчим Савин. Четвертым Юлия Сергеева. Следующим Милана Колодезникова. Шестой Артем Кириллин. Шестым Артем Кириллин. Седьмая Полина Попова. 8-я Саяна Заболоцкая. 9 Александра Галаева. 10-я Анаита Товмасян. 11 Леонора Петрова. И 12-я Виктор Яроев. 12-й. Детский конкурс, напомним, проводится у нас во второй раз благодаря поддержке промышленной компании «Полиметалл». И сегодня профессиональное жюри определит 2 победителей конкурса, а еще одного выберете вы, наши дорогие телезрители. В эти минуты уже стартовало СМС-голосование за понравившегося исполнителя. Необходимо отправить на номер 5533 СМС со словом «Ход» и необходимо указать номер участника. Внимание! Голосование на приз зрительского
зрительских симпатий будет идти в течение всего нашего прямого эфира и завершится за 15 минут до его окончания. Ну и, конечно же, для начала нам нужно представить конкурсное жюри. У нас оценивают профессионалы сегодня. Первое – это Зинаида Александровна Колодезникова, отличник культуры Республики Саха-Якутия, солистка Государственного театра оперы и балета имени Сааруна Амалуна. Добрый вечер. Семен Иванович Романенко, артист Государственного академического русского драматического театра имени Александра Сергеевича Пушкина. Екатерина Гавриловна Захарова, старший преподаватель кафедры академического пения и оперной подготовки Высшей школы музыки. Заслуженная артистка Республики Саха-Якутия, отличник культуры Республики. Прасковья Ильинична Герасимова, доцент кафедры академического пения и оперной подготовки Высшей школы музыки, заслуженная артистка Якутии, отличник культуры Республики, лауреат международных конкурсов. Вечер добрый. Ну, и наш уважаемый Станислав Петрович Олесов, преподаватель по вокалу Якутского колледжа культуры и искусства, отличник культуры Республики Саха-Якутия. Ну и для начала, прежде чем начать, мы хотим позвать нашего первого участника. Это Валерия Помигалова, она из города Покровска. Давайте с ней поближе познакомиться. Внимание на экран. Всем привет! Меня зовут Помигалова Валерия, мне 10 лет. Я представляю свой родной город Покровск, и я финалистка «Вот это да, дети». Помимо учебы в школе и школе искусств, я участница вокальной студии Sunrise. А еще я занимаюсь английским и очень люблю животных. Я стала финалисткой по зрительскому голосованию. Спасибо всем, кто проголосовал за меня. Спасибо моим преподавателям Нине Александровне и Дарье Николаевне. Благодаря им я еще больше полюбила музыку. Желаю всем участникам побороть волнение и удачно выступить. Далеко за морями, высоко за горами плывет река из облаков. Как же мне крылья сделать, чтобы легко и смело подняться в небо высоко? Бесконечный восторг голубой синевы и волшебный узор серых туч грозовых. Небушка, небо, долгая дорога к звездам, птицею мне бы с ветром летать. Были ли не быль, только рано или поздно в ласковом небе будет голос мой звучать.
Валерия, это было очень крутое выступление. Как сложно открывать первый конкурс. Да. Ну, ты сегодня прям принцесса. Почему именно эта песня? Расскажи. Ну, мне ее выбрал мой преподаватель по вокалу Нина Александровна. И Ну- мне она понравилась. Супер. А волновалась? Да, очень. Ну, слушай, вообще не видно было. Давай послушаем, что скажут член жюри. Начнем мы с Зинаиды. Добрый вечер. Наверное, очень волнительно было действительно первое все это начинать. Песня мне очень понравилась, она тебе очень подходит. По образу очень хорошо выступила, мне понравилось. Единственное, мне не хватило вот дикции, когда надо было быстро пропевать, и это немножко проскальзывало. Надо отрывистее немножко, вот единственное. А мне очень понравилось в целом. Поздравляю тебя. Спасибо. Спасибо. Екатерина, что скажете вы? Валерия большая молодец. Первой открывать конкурс, первой петь, первой выступать всегда очень сложно. Здесь уже микрофон. Я думаю, это было достойное выступление. Ты большая молодец. Что хочется сказать? Ну, я соглашусь с Зинаидой, да. Дикции иногда не хватало. А вообще песня очень хорошая, яркая, тебе подходит. Она интересная. Есть развитие, есть начало, есть конец. Спасибо. А что посоветовали бы, может быть, Валерии? Ну, посоветовать, что работать дальше, да, пой, занимайся музыкой, я думаю, это твое, да, ты кем хочешь стать, когда вырастешь? Ну, юриста. Да, ну, вокал никому не мешает, да, вокал всегда у взрослых, это отдушина некоторые, поэтому это будет тебе большим плюсом. Спасибо. Станислав Петрович, что думаете? Да, спасибо. Добрый вечер, уважаемые зрители. Валерия, поздравляю. Первое выступать это очень ответственно. Бывает так сложно иногда, да. Очень хороший тембр у Валерии. Мне очень понравился тембр, да. И песня тоже, вот соглашусь, очень хороший выбор вообще песни, да. Потому что Валерию я второй раз вижу, за этот период я вижу, выросла очень сильно. Мне кажется, вот за короткий период, мне кажется, больше занималась, это ощущается. Вот. И чувствуются какие-то технические моменты, да, которые от природы есть. Вот когда вот, внизу даже поешь, да, вот вибрато какие-то вот эти. Это очень здорово на самом деле. Вот если дальше будешь петь, развиваться, то, соответственно, очень хорошим артистом вырастешь. Ну, кстати, как правильно, вот я соглашусь, пение никогда не мешает. Вот поэтому развивайся хорошо. Все данные есть для этого. Спасибо за выступление. Я очень рад был увидеть. Ну, в любом случае, Валерия выступила у нас замечательно, поэтому скорее беги к Даяне. Она тебя уже ждет в микс-зоне. Мне вниманием, ты уже звезда сегодня. Валерия, беги ко мне, мой будущий юристик, да? Какая ты сегодня красивая, очень похожа на Зефирочку. Стань сюда и, слушай, расскажи, мы знаем, что ты из Покровска приехала, и за кулисами скажи, кто тебя поддерживает сегодня? С кем ты? Мама. Мама тебя поддерживает. А вот песня у тебя такая красивая была. Вообще, как вы готовились? Кто тебя готовил по вокалу? Преподаватель Нина Александровна. И как часто у вас были репетиции? Ой, ну, в неделю раза 3 или 2. Мгм, здорово. Мы услышали, да, мнение наших прекрасных жюри. Довольна своим выступлением, то, что они сказали тебе? Да, я довольна. Здорово. Ну и, да, конечно же, ты очень большая умничка, очень хорошо выступила. И сегодня мы тебе вот такой вот букетик дарим. Смотри, какие цветочечки, да? Ага. Спасибо. И, конечно же, есть у нас презент. Вот такой вот у нас диплом для Валерии нашей. Ага. И от наших спонсоров подарок. Это сертификаты от Азбука сертификат. И следующий сертификат. Валерия, все это тебе.
Здесь у нас мой кейс. Посмотрите, какая здесь сумма. Валерия, ты сможешь приобрести себе все, что ты захочешь, и вот даже своей маме. Держи, поздравляю тебя, ты большая умничка. Беги скорее к маме. Спасибо. Пригласить уже второго участника. Это Самира Архипова. Она из города Якутска и очень поет прекрасную песню. Название у нее «Мечтай», поэтому скорее с ней знакомимся. Внимание на экран. Всем привет, меня зовут Архипова Самира, мне 10 лет, я учусь в национальной гимназии школы АИ Кагатам в 4 классе. В свободное время я люблю рисовать, учиться, а также петь и танцевать. Я хожу в вокальную студию Arctic Voice имени Семена Чинянова. А также я очень хочу, чтобы я выиграла это шоу «Вот это да, детям», ну или хотя бы 2-е место заняла. А также спасибо всем, кто проголосовал за меня. Я вас очень люблю. А также передаю привет всем моим близким родственникам. Я хотела бы плыть над облаками, от туманов до северных сияний, пролетать большие города. Под крылом оставляя небоскребы, может это и сон, но ты попробуй, верь в то, что сбудется мечта. Все возможно, я с тобой. Мечтай, мечту не отпускай, и каждый рассвет встречай как новый шанс. Это наше сейчас, небо за нас. Мечтай, все сбудется, когда расправим мы 2 крыла. Одной любви будет небо за нас, небо за нас. Мы все кружимся по своим орбитам, и летят мимо нас метеориты. Пульс Земли не стихнет никогда. Бесконечен этот мир. Мечтай, мечту не отпускай, и каждый рассвет встречай как новый шанс. Это наше сейчас, небо за нас. Мечтай, все сбудется, когда расправим мы 2 крыла. Одной любви будет небо за нас, небо. Мечтай, и каждый рассвет встречай как новый шанс. Это наше сейчас, небо за нас. Мечтай, все сбудется, когда расправим мы 2 крыла. Одной любви будет небо за нас, небо за нас. Громче, 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 Самира. Это было супер. Ну, ты зажгла. Страшно было? Очень. Почему вообще не казалось? Мне кажется, в голосе даже дрожи не было. Ну, я боялась этой большой ноты. Да? У тебя получилось, как думаешь? Наверное. Ну, узнаем, наверное, у наших замечательных профессиональных жюри. Давайте начнем с Семена. Расскажите, пожалуйста, как вам выступление? Ну, вообще, я очень впечатлен на самом деле, что дети так поют. Сам вспоминаю себя в детстве, когда пел, ходил в музыкальную школу, и сразу воспоминания нахлынули. Такая звездочка, прям зажигалочка. Большая молодец. Кстати, на всех выпусках помню, ты прям ножкой и ручкой, прям, мне кажется, у тебя вся энергия выходит, да, наверное? Да. Когда выступаешь. А что думает Прасковья? Расскажите, пожалуйста. Ну, Самира молодец.
Ага. Ты так прямо энергично уже вышла к сцене, да, и прямо с первых нот музыки ты прямо уже энергично так вот прямо начала петь, да, молодец. Мгм. Ну, справилась, наверное, со сложной задачей своей, как думаете? Да, и музыкально было все очень так. Спасибо. Как думаешь, правда? Оцениваешь свое вообще выступление? Как Ну, думаешь? 50 на 50. 50 на 50. Ну, что думает Станислав Петрович? Давайте. Во-первых, Самира, поздравляю. Действительно, зажигательное выступление. Действительно, есть подача, есть эмоции. Все есть, да? Ну, единственное, именно вокально чуть-чуть были какие-то шероховатости, да, вот именно интонационно. Вот. Но это выступление, бывают такие моменты, вот как ты выступила, как ты, соответственно, эмоционально исполнила эту песню, это очень здорово. На самом деле, 4 класс только же, да? Давно занимаешься вокалом? 3 года. 3 года. Ну, еще все впереди. Надо побольше еще заниматься. Вот тогда будет все. И есть какие-то, ну, видно, что преподаватель с вами работает, вот есть рука преподавателя, ощущается вот это все, да. Слушайся преподавателя, соответственно, дальше иди, дальше дерзай. На самом деле, вот эти эмоции, детская вот такая, скажем так, энергия, да, вот эмоции, вот эти моменты есть у тебя, да, вот поэтому сейчас именно, да, эмоциональная подача есть. Мне понравилось, у нее глаза пели. Да, Да. рассказывает, поют и смотрит. Вот когда мы сидим, мы понимаем, о чем вы поете. Вот это самое главное, да, вот общение со зрителями, с жюри. Именно вот технической части чуть-чуть какие-то моменты есть, но ты маленькая пока. Вот все это будет. Вот хорошо, дальше да, все впереди развивайся. Спасибо большое за хорошее настроение. Ну, это, наверное, из-за волнения все-таки. Может быть, поэтому Это немного тоже, переволновалась. да, мне кажется, Да? присутствовало. А Зинаида что-то хотела сказать. У меня есть что-то. Ну, песни действительно сложные, да, но мне понравилось в Самире то, что она очень эмоциональна, и подача у нее, всем телом она работала, и глаза у нее пели. И для зрителей это, конечно, немаловажно. Энергетически она передавала все. Ну, приятно, наверное, слышать, да, все-таки от таких профессионалов все-таки. Да, поэтому я уже говорю, что ты уже звезда, потому что тебя уже оценили целое профессиональное жюри, и беги скорее к Даяне, хочет узнать у тебя поподробнее. Самира, мы тебя очень-очень ждем с твоей сестрой Зариной. Сегодня она тебя решила поддержать, да, Зарина, твои слова? Что? Мира, поздравляю тебя с проходом в финал. Очень сильно горжусь тобой. Ого, как мило, как мило. Зарина может уже идти, да? Самира, скажи, пожалуйста, вот такая классная у тебя песня «Мечтай», да? Такая мечтательная, я даже зажглась. О чем ты мечтаешь, хочу спросить, потому что я вот, например, мечтаю о двухкомнатной квартире в Якутске. А ты о чем? Мечтаю стать артисткой. Дом в Москве. Да, правильно, абсолютно. А вот скажи, ты довольна, как жюри тебя оценили? Очень, конечно. Да, долго готовились? Как готовились? Вообще репетиции были, да, наверное? Да. Много-много, да? Да. Мгм. А кто выбрал песню такую зажигательную, красивую? Семен Павлович. Мгм. И ты сама тоже очень довольна, да, выбором песни? Да. Ага. Ну что ж, Самира, ты большая умничка, и сейчас мы тоже хотим вручить тебе подарок за то, что ты такая зажигательную песню исполнила. Ты очень талантлива, и я уверена, все мечты твои сбудутся, и будет у тебя все супер-пупер. Спасибо. Ну, а третий участник у нас Эрчим Савин. Он прибыл у нас из Мегиналданского Тампонского района. И у него очень патриотическая песня. Сейчас он вам ее исполнит. И давайте скорее с ним познакомимся. Внимание на экраны. Здравствуйте, меня зовут Савин Эрчим. Я с Тампонского района села Мегиналдан. Моя мама Виктория Владимировна, учитель английского языка, а папа Егор Егорович, мастер спорта по стрельбе из лука. А моя сестра Алла, она студентка. Я учусь в 5 классе.
А еще в детской школе искусств имени Петра Петровича Колодезникова по классам вокала и фортепиано. Когда я узнал, что вышел финал проекта «Вот это да, дети», я очень обрадовался. И хочу сказать всем, кто голосовал за меня, спасибо. Мы с руководителем выбрали песню «Моя Россия», потому что это песня о любви к родине. Песня патриотическая, и она мне очень понравилась. Я пою с 1 класса, выступаю в различных конкурсах и занимаю призовые места. А еще я люблю заниматься спортом, играть в футбол и отдыхать на природе. Я хочу пожелать всем финалистам удачи, а телезрителям мирного неба. Спасибо за внимание. У моей России длинные косички, у моей России светлые реснички, у моей России голубые очи. На меня, Россия, ты похожа очень. Солнце светит, ветры дуют, ливни льются над Россией. В небе радуга цветная, нет земли красивей. Для меня Россия белые березы, для меня Россия утренние розы, для меня Россия ты всего дороже. До чего на маму ты мою похожа. Солнце светит, ветры дуют, ливни льются над Россией. В небе радуга цветная, нет земли красивей. Ты моя Россия, всех теплом согреешь. Ты моя Россия, песни петь умеешь. Ты моя Россия, неразлучна с нами. Ведь Россия наша, это я с друзьями. Солнце светит, ветры дуют, ливни льются над Россией. В небе радуга цветная, нет земли красивей. Эрчим, прекрасно у тебя выступление. Я когда тебя послушала, мне сразу, мне кажется, представилась такая деревня, русская природа. А ты когда пел, что представлял? Ну, о России. Россию в целом представлял. А какой любимый город, может быть, посетил? Или куда бы хотел съездить? Ну, в Москву. В Москву? А еще куда? Зеленоградск. В Зеленоградск? Да. Ну, наверное, увидеть вот красоты, какие у нас там есть поля, луга. Где был у себя? Вот ты же к нам приехал с Тампонского района. Какое твое самое любимое место? Где ты бываешь, может быть, с бабушкой, дедушкой, с родителями? Ну, думаю... Может быть, на сенокос ездишь? Да, С папой, может быть, куда-нибудь на охоту, например? на рыбалку. Ну, сразу чувствуется, да, такой вот ребенок, любящий природу, так скажем, да? Давай посмотрим, а что же скажет у нас член жюри, и начнем с Екатерины. Екатерина.
Эрчим, добрый вечер. Поздравляю тебя с завершением, с окончанием, да, конкурса, с финальным выступлением. Сколько тебе лет? 11. 11. И песня у тебя была непростая, да, очень сложная, и ты с ней в музыкальном, вокальном плане очень хорошо справился. Поздравляю тебя. Достаточно сложная, ты вокально, технически, вокально очень хорошо провел все большие, ну, нюансы, да, которые там есть, все сложности, справился с ними. Даже какие-то танцевальные элементы у тебя были в выступлении. Хотелось бы в дальнейшем пожелать тебе, чтобы ты был эмоционально раскрепощен, да? Ты волновался? Очень? Сильно волновался? Да, сказать. Ну да, вот. Пожелаю тебе, чтобы ты... Волнение должно быть, но на сцене нужно раскрепощаться, да? Вот у тебя еще все впереди, ты большой молодец. Хорошо. Спасибо, но это, наверное, из-за того, что ты в первый раз на такой большой сцене. Наверное, поэтому. Прасковья, что думаете вы? Эрчим, у тебя очень красивый голос, у тебя очень красивый тембр голоса. Да, очень такой какой приятный, комментарий. мягкий тембр. Поздравляю тебя, молодец. Да. Спасибо. Станислав Петрович, что думаете вы? Эрчим, скромно спел такую широкую песню, да. Мне вот этого широты не хватило, да. Действительно красивая песня «Моя Россия», патриотическая. Мы все любим свою страну, мы все любим, скажем так, откуда мы, да, малую родину. Вот, действительно, когда исполнял песню, прочувствовалась вот эта атмосфера именно родины. А то, что широта, это все, конечно, это, соответственно, это вокально надо делать на самом деле, да, вот. Если бы это присутствовало, было бы вообще шикарно. Действительно, очень интонационно правильно поешь, чисто поешь. Но какие-то моменты там наверху есть, где непонятно, да, то, что между фальцетами этим. Но это, скажем так, ну, осторожненько наверху поешь, скажем так-то. Вот. А так, действительно, скажем так, то, что хотел передать, мы ощутили. Ну, по крайней мере, я ощутил. Ну вот, именно вот когда человек поет, все-таки рассказывает человек, что поет конкретно, да, вот именно вот то, что мне не хватило, вот именно широты, действительно вот такой гордости, а на самом деле ребенок очень музыкально это чувствует. Дальше продолжаю, вот 11 лет, в музыкальной школе учишься, да? Ну, в детской школе искусств. В детской школе искусств, да, вот. Вот все впереди, музыкальность есть, слух есть, дальше развивайся, хорошо? Хорошо. Спасибо. Что думаете вы, Семен? Может быть, оцените артистизм, как держится на сцене? Ты большой молодец, на самом деле, потому что, действительно, повторюсь, наверное, мы все очень любим нашу родину, и взять такую песню — это подвиг на самом деле. Да, были нюансы, но это все нарабатывается, это упорство, широта. Нужно петь душой, нужно петь от души, нужно жить тем, что ты говоришь, что ты поешь. Поэтому, Наверное, успехов. да, Пожелать. хочется пожелать успеха, да, продолжай. Видно, что ты любишь то, чем ты занимаешься, поэтому только вперед. Хорошо. А ты согласен сам, что ты вот уже артист, что ты вот все свои нюансы учел, наверное, да? Мгм. Ну, я желаю тебе успехов, потому что действительно большой респект. Тебе дали сегодня профессиональное жюри, я тебя отправляю скорее к Даяне, она тебя уже ждет. Эрчим, жду тебя очень-очень. Ты такой красивый. Ты, получается, охотник, рыбак, еще и патриот, да? Вот скажи, пожалуйста, ты рассказал, что с папой ходил на рыбалку, да? Вот какую рыбу ты словил? Расскажи-ка мне. Щуку. И большая она была? Покажи, какая она, размер у нее.
О, это же огромное, не одному, да, такому профессионалу рыбаку такую рыбу поймать, это действительно большая удача. Важно отметить твой костюм. Кто тебя шил или откуда вы взяли такую красоту? Ага. Помогали, да, кто-то шить? Ага. Да. И кто тебя сегодня поддерживает? С кем ты сегодня приехал? Из Тампонского района, это же очень далеко. Долго ехали? 5 часов. Ух ты! Ага. И с кем ты? С мамой, сестрой и папой. Они в зале, да, сидят? Я, пока ты выступал, я смотрела, как они за тебя болели, да, пожелаю тебе огромного удачи. Ну и, конечно же, важно также, да, Эрчиму вручить обязательно наши подарки, да, диплом. Ты уже, можно сказать, победитель, ты финалист, и ты огромный молодец. Удачи тебе. Пока-пока. В сцену спешит уже 4-й участник. Это Юлия Сергеева, она у нас с Хангаласского района и споет очень красивую, на мой взгляд, песню. Давайте скорее с ней знакомиться. Внимание на экран. Всем привет, меня зовут Сергеева Юлия, мне 11 лет. Я учусь и живу в поселке Махсоголовых. Это место, где тайга окутывает дома, а туман ложится над рекой. Музыка со мной с 3 лет, я не помню себя без нее. Сейчас я учусь в музыкальной школе вокалом и фортепиано, а свободное время после учебы могу заниматься гитарой. Моя семья всегда меня поддерживает, огорчается и радуется со мной. Она моя главная опора. Я поздравляю всех, кто попал на финал или участвовал в этом конкурсе, и всем желаю одержать победу. Освещает родину мою. Солнце ясное с Божьей силою, от души всегда благодарю. Ты живи, мать Россия, ты живи, мать Россия, будь любимой ты славною всегда. Будешь с Божьей заботой, как дитя небосвода, мирно строить города. Будешь с Божьей заботой, как дитя небосвода, мирно строить города. Солнце ясное, ты прекрасное, лучиком любви согрей страну. С Божьей долею, с чистой волею я Россию в небо подниму. Ты живи, мать Россия, ты живи, мать Россия, будь любимой ты славною всегда. Будешь с Божьей заботой, как дитя небосвода, мирно строить города. Будешь с Божьей
мирно строить города. Будешь с Божьей заботой, как дитя небосвода. Мирно строить города. Юля, эти аплодисменты для тебя. Ты уже артистка, ты сегодня звезда. Я знаю, что ты, кстати, очень-очень много занимаешься музыкальными инструментами. Расскажи, пожалуйста, какими? Поделись, что ты у нас очень талантливый ребенок, между прочим. Их очень много. Раньше занималась скрипкой, сейчас занимаюсь фортепианом, гитарой, калимбой. Много чем. Волновалась? Ты же, Немного. ты же, кстати, не первый раз на сцене. Нет. Но немножко все равно есть каждый раз как первый, наверное. Да. Как и любого другого артиста. Давай послушаем, что же думают наши члены жюри. Начнем с Семена. Что думаете вы? Ну, даже не знаю, что сказать. Я просто сейчас погрузился в эту атмосферу. Думаю о песне, думаю о том, как Юля спела ее. И погружаешься куда-то в далекое-далекое детство, на свою родину. Думаешь о чем-то беззаботном, так скажем. Ты большая молодец, я поздравляю тебя, то, что ты вышла в финал. Спасибо тебе большое. Все на этом. Спасибо. Спасибо. Зинаида, что скажете? Мне в Юле понравилась дикция, все было слышно, слова. Очень рада, что она играет на разных инструментах, музыкальные, еще поет. Выбор песни патриотическая, ну, немножко, может быть, и другая песня подошла бы как-то, я вот так, чтобы ее более так раскрепостить, да? Ну, ничего, тоже ты справилась с этой песней. И мне понравилось, что вот еще раз отмечу, услышала все слова наконец-то. Спасибо, Станислав Петрович. Что думаете вы? Юлия, сколько лет? 11. 11 лет, да. И такая осознанная девочка стоит. Как будто вот вижу, даже по глазам вижу, все делаешь осознанно вообще. Действительно, вот чувствуется, что занимаешься вообще с детства, с маленького возраста вообще музыкой. Вот бывает, например, питается вот все, вот так же, например, да. Я чувствую это все, музыка, вообще живешь музыкой, дышишь музыкой, да, это все чувствуется. А вот у меня такой вопрос, когда вот пела, я вот хотел узнать такой вопрос, я хотел задать такой вопрос. Именно по классу фортепиано занимаешься или по классу вокала? Ну, вообще я больше по вокалу. По вокалу? Ага. Так, хорошо. Так, ну, интонирование очень чистое, да, вот я слышал, все звуки правильно поешь, все интервалы правильно поешь. Вот, и, ну, единственное, по технической части есть, да, где чуть-чуть носом поешь, вот эти моменты, да, вот, наверное, это больше педагогу наверняка. Вот, а так, соответственно, и низкий регистр очень хорошо звучит, да, и, соответственно, если высоко там поднимешься, соответственно, наверняка выше тоже очень хороший звук можно было бы слышать, да. Вот и так потенциал у вас, вот, Юля, очень огромный вообще. Вот, действительно, в будущем наверняка очень хорошим музыкантом вырастешь, я так думаю, если уже сейчас посвящаешь вот себя музыке. По вокалу, вот именно, скажем так, пожелания, да, больше профессиональное, наверное, профессиональное развитие. Вот хотелось бы пожелать профессиональное развитие. Бывает так, что человек просто поет, а есть человек профессионально развивается. Вот именно вот этого чуть-чуть есть какие-то минусы, да, вот, лично для меня. Вот, а так поете здорово, интонируете здорово. А согласны с пожеланиями? Да. Да, давай послушаем, что скажет Екатерина. Юлия, я поздравляю тебя с тем, что ты попала в финал. Ты большая молодец. По твоему исполнению слышно, что ты уже профессионал, маленький, но профессионал, и в 11 лет
так не каждый будет петь, да. Да, я соглашусь, что там есть некоторые шероховатости. Можно сказать, что ты пела в академической манере, да, есть такое, да, у тебя такой произошел некий микс между, ну, так называемым эстрадным пением и академическим пением. Ты с этим очень хорошо справилась, да, там были моменты, когда ты немножко гнусавила, да, но, в общем, мне вот именно исполнение очень понравилось. И соглашусь с Зинаидой, что песня не совсем детская, да, она такая серьезная, она, конечно, безвозрастная, наверное, но все равно для этой песни видится человек более взрослый. Мы, конечно, я думаю, что ты внутри, тебе не 11 лет, да, ты, наверное, намного старше, намного умнее, но то есть на конкурсах так бывает, что визуальное и исполняемое должно совпадать, да? Но ты все равно справилась с этой песней очень хорошо. И такие огромные вот фразы, если технически, да, фраза на таком огромном дыхании. То есть я сидела, потом прислушалась и думаю, а почему она здесь дыхание не взяла? Думаю, как она так допела? То есть ты большая молодец в этом плане. И она повторила еще раз. Да. Спасибо. Что думаете вы, Прасковья? Да, мне понравилось в Юле, что у нее есть вот тяга к классическому стилю, да, классическому направлению, что очень нечасто встречается, потому что она как бы эстраду у нас любит, да, в основном, как так можно сказать. А вот именно классическое направление, которое есть в Юлии, это очень, очень хорошо. Очень хорошо. И чувствуется в пении, ты чувствуешь стиль песни, да? Ты пела о чем, скажи, Юля? О России. России, о природе, да? О природе, да. Я знаю, что Хангаласский улус, Максагаллох, там река Лена, да, совсем рядом. Там очень красивая природа. Я знаю, там у нас есть дача рядом с Покровском. Да, тоже любит природу. Да, и там спускаешься, и там сразу река. Огромная река. Да, там и пароходы плывут, да, и теплоходы, все это все чувствовалось. Я вот почувствовала вот эту всю природу, вот эту красоту нашей реки Лены, да, огромной, красоту природы. Молодец. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Ну и тебе, наверное, ближе, да, вот природа, Россия, такие патриотические песни, такие русские. Да. Ну, скорее, беги к Даяне, ты уже молодец, она тебя уже ждет. Юлия, вот это да, ты меня вообще просто поразила, я в шоке, я даже не знаю, да, ты на каком инструменте ты не играешь, просто многогранный, абсолютно многосторонний человек. Скажи, в кого это, да, у тебя? Кто-то поет из твоих родственников? Бабушка. Бабушка? Да. Расскажи поподробнее, кто она. Она директор клуба Бестяхского. Ух ты, здорово. А вот очень много разных направлений, да, музыки есть. Какое твое любимое? Или, может, песня какая-то есть? Стиль пения? Какой тебе нравится? Ну, такой Рок, может? цоевский. О, ух ты, вообще здорово. Вообще, мне кажется, абсолютно с ног на головы, да, патриотка. А можешь какой-нибудь куплет, да, спеть из Цоя? Ну, давай, вот просто для меня только, да, на гитаре ты же играешь, и вот можно вот напеть. Давай. Восьмиклассница. Восьмиклассница. Очень бархатный голос у тебя абсолютно, да. Конечно же, мы тебе тоже вручаем наш подарок и от телеканала, и от наших спонсоров, конечно же. Юлия, ты просто уже победительница. Ты очень классно выступила. Спасибо тебе большое. Ну и желаю удачи. И успехов, конечно же.
Ну а на нашу сцену спешит уже 5-й участник Милана Колодезникова. Она у нас также с Тампонского района. И споет она, пожалуй, одну из самых популярных песен. Узнаете прямо сейчас, какую именно. Внимание на экран. Всем привет, меня зовут Милана. Я ученица 5 класса Кресхаджайской средней школы имени Федора Матвеевича Хлопкова. Хожу в музыкальную школу имени Лаврентия Никурдянова. Хожу в танцы с 1 класса, а вокал с 4 класса. Учит меня по вокалу Прасковья Александровна. В свободное время я пою и танцую, рисую и слушаю музыку. Хочу сказать всем спасибо за то, что проголосовали за меня. Желаю успехов участникам конкурса «Вот это да». Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, про цепного сизого орла. Про того, которого любила, про того же письма берегла. Про того, которого любила, про того же письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясный солнце свет. И бойцу на дальней пограничье, а Катюшке передай привет. И бойцу на дальней пограничье, а Катюшке передай привет. Пусть вспомни девочку простую, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша бережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша бережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Милана, вот это да, супер класс. Ну ты прям подготовился, я вижу. Волновалась? Да, очень. Вообще не было видно, но я видела, как ты вот прям ручкой показала и слева, и справа, и чувствуется прям какая-то, вот знаешь, любовь к родине. Что представляла, когда пела? Это же достаточно очень популярная песня. Да, очень популярная. А почему выбрала именно ее? Ну, потому что это... В школе, наверное, да? Вот я помню, тоже в моей школе мы всегда ее тоже пели. Мне кажется, и наши телезрители узнали эту песню, наши зрители в зале узнали. Тебя все подпевали, я видела, как все пели вместе с тобой. Сложно было? Да нет, не очень. Ну, уверенность Милане не занимать. Ну, конечно же, послушаем, наверное, профессиональное жюри. И начнем с Семена. Что думаете вы? Милан, ты большая молодец. Я хотел тебя поздравить с выходом в финал. У нас как-то получается очень патриотический такой эфир. Очень много патриотических песен. Это самая популярная, наверное, песня, которая, в принципе, есть. Хотел бы отметить твой танец, твой артистизм, потому что для профессионального артиста это очень важно. Ты просто большая молодец. И уже, можно сказать, артистка. Ничего не могу, наверное, посоветовать, как профессионалы у нас сидят в вокальном плане.
А как вот держится на сцене, вот как думаете, вот справилась? Она как актёрская она очень уверена в себе, это видно, и это ей помогает. Поэтому... Ну и по жизни, наверное, тоже тебе очень много помогает Да. эта уверенность, да? Спасибо, Семен. Давайте послушаем Екатерину. Что думаете? Милана, поздравляю тебя с выступлением, да. На самом деле это очень простая песня, но и сложная, с одной стороны, потому что это, наверное, самая популярная песня во всем мире, так как целая Китайская Национально-демократическая республика все знает эту песню, поэтому это, наверное, будет одна из популярнейших, одна из часто исполняемых песен, да, и, конечно же, исполнять такую популярную музыку, такую популярную песню, это сложно, да. Есть куча вариантов, но ты по-своему справилась, да. Ну, мне вот показалось немножко, волнение играет, да, вот ты же волновалась все равно, да, и не было немножко энергетически ты, наверное, сегодня не додала, скажем, да. Мне не хватило энергетики именно вот этой вот яркой, такой задорной песни. Да, ты танцевала, движения все, петь и двигаться – это сложно, да? Мы все знаем. Но ты справилась с этим, и песню ты нам достаточно хорошо представила. Поздравляю, спасибо тебе. Спасибо, но в любом случае справилась у нас Милана. А что думает у нас Зинаида? Расскажите, пожалуйста, ваше мнение. Поздравляю, Милана, ты действительно справилась. Отмечу, что Милана очень такой сценический вид. Она просто создана для сцены. И этим надо пользоваться, Милана. Надо уметь этим пользоваться, да? А то, что вот выбор песни, да, я действительно соглашусь, что очень опасно петь вот такие популярные песни, да. И хочу отметить, что это не совсем хороший вариант и не совсем конкурсная песня. То есть ты справилась совсем легко, но вот надо тогда, вокально она вообще не сложная, да, тогда уже надо подключать что-то другое, да, более эмоциональную часть, например. Ну, потому что, наверное, ответственности больше, наверное, из-за этого сложно. Требований уже больше становится. Станислав Петрович, что думаете вы? Я соглашусь. Я хотел сказать, эх, Милана, как же вы рисковали. Почему? Потому что действительно песня очень популярная. Вообще не удивишь, потому что разные исполнения я слышал, да, этой песни. Ну, я сначала, когда музыка звучала, я вообще, скажем так, не думал, что это «Катюша» будет вообще. Да, потом, как только вы начали петь, соответственно, уже люди начали чуть-чуть двигаться, я смотрел. Вы тоже стали двигаться, Ну, я тоже, да, я тоже. Вот, действительно, да, вот эту песню, чтобы на конкурсе петь, это надо делать вообще. Не знаю, для того, чтобы мы сидели, вот, вау, как здорово сделана песня и аранжировка, да. Вот, наверняка очень красиво поешь, наверняка очень хорошо исполняешь, и, может быть, техника есть какая-то вокальная, да. Но вот именно вот с этой песней мы, к сожалению, мы много не увидели. Если бы, действительно, если бы поработали над песней, может быть, что-то получилось бы. Действительно, вот любую простую песню брать надо и делать для конкурса именно. Не просто исполнять, а делать для конкурса. Чтобы для членов жюри было это все интересно. Даже бывают такие, «Спокойной ночи, малыши», песню берете и очень красиво сделаете, аранжировку очень красиво сделаете, это будет здорово вообще. Вот над этим надо работать. Простая Вот, песня, кстати. да, поэтому, ну не простая, но этим и хорошо на самом деле. И чем сложная песня, соответственно, тем для аранжировки очень бывает так интересно. Вот, хорошо. С педагогом в дальнейшем, если участвуете на каких-то конкурсах, соответственно, поработайте именно не просто как лишь бы исполнить песню, да, а именно интересно, чтобы было. Всегда надо заинтересовать. Спасибо, Поняла, да? Станислав Петрович. Спасибо. Ну а сама как оценила свое выступление сегодня?
Ну, нормально. Пойдет, да? Может быть, и наши зрители поддержат ее своими аплодисментами. Сегодня ты очень круто выступила. Беги скорее к Даяне, она тебя уже ждет. Милана, я тебя уже жду. Просто шикарное выступление. Кстати, второй участник, да, из Тампонского района, правильно? Мгм. Как ехали, как готовились к конкурсу? Мгм. Кто тебя сегодня поддерживает? Сестра и все родные, и классный руководитель. Я, кстати, была в Тампонском районе, там очень красиво. Любишь свою родину? Да. Да, и вот важно отметить, да, сегодня твой образ полностью сочетается. Кстати, ты исполнила мою любимую песню, знаешь, об этом. Вот, молодец. Ну и, конечно же, мы тебе также вручаем наши подарки от телеканала Якутия-24, а также от нашего спонсора промышленной компании Полиметалл. Милана, ты супер, вообще просто шикарно поразила своим выступлением меня в самое сердце и, уверена, наших телезрителей тоже. Ну, а к нам на сцену спешит уже 6-й участник Артем Кириллов. И это, кстати, первый исполнитель, который сегодня у нас с якутским репертуаром выйдет на эту сцену. Давайте с ним скорее знакомиться. Внимание на экран. Здравствуйте, меня зовут Кириллов Артем. Я из Намского улуса, из села Катрык. Учусь вокалом 3 года. Мой учитель по вокалу Татарных Никита Афанасьевич. Помимо пения, занимаюсь вокально-инструментальным ансамблем и спортом. Таким как волейбол, стрельба из лука и кабл-камска. Всем конкурсантам желаю удачи. Ayanlarga artık tari, ayak tutan ahatari, umnumukka içileri ayları. Törüt terbet ödöktörün, barbak göster bağlayanların, umnumukka tumnumukka ödıktıkka.
Atutan atari numaka içileri ayları Dörtlerbe ödökterin barbak göster bağlanları numaka numaka ödüttekka Артем, вот это да, мне кажется, аплодисменты очень громкие сегодня. Я знаю, что ты у нас уже не в первый раз на сцене. Я знаю, что ты у нас действительно такой артист, всегда с национальным таким колоритом подходишь, очень-очень серьезно. Я знаю, что тут сегодня твой преподаватель вот тебя приехал поддержать. Немножечко кратко расскажи, про что смысл песни. Если очень коротко, одним словом. Наверное, сложное, да? Ну, тогда сразу, наверное, перейдем все-таки к мнению профессионального жюри и послушаем Прасковью. Да, ага. Артем, поздравляю, что ты вышел в финал, да. Ага. Я вот посмотрела видеоряд, ты там играл на гитаре, да? Играешь в группе, у вас есть, да? Группа. И почему-то мне не хватило вот как-то сегодня гитары. Так можно было сыграть, да, сегодня? Или Не это... подумал, наверное, Не просто. подумал, да? Ага. Сейчас сыграю. Ну, руководитель, наверное, да, подготовил, помог все-таки Но- выступить. Да, ну, идея Ну, хорошая видимо, была просто бы, да? решили сегодня, без Ага. гитары, Я наверное. думаю, да, если бы ты еще сыграл, да, на гитаре, раз у тебя там своя группа, да, показать вот это свое еще творчество гитарное, да, было бы очень хорошо. Так, молодец, поздравляю. Спасибо. А что думает Екатерина? Артем, поздравляю. Песня была первая на якутском языке, и сразу так, как будто нам в наставлении не забывать о наших традициях. Как будто нас наругали за то, что до этого не было песен на якутском языке. Вообще всегда, когда слушаю песни с таким текстом, всегда как-то есть ощущение, что начинают ругать за то, что мы не говорим на якутском, забываем свои традиции. Ты волновался, да? Да. Всё, да. Показалось, что тебе непривычно было начинать петь в студии, да? Какое-то такое, когда музыку немножко добавили, и ты ее начал хорошо слышать, и дальше все, дело пошло. Поэтому вначале были некоторые интонационные неточности. Где-то с середины песни ты раскрепостился, уже даже глазки закрыл, да, уже что-то начал открываться внутри. Вот мне не хватило именно... Я понимаю, что все участники волнуются, ответственность такая большая, да, дошли до финала, но и с этим растет и груз ответственности, да, то, что нужно быть готовым к тому, что, тем более, если ты уже опытный человек, да, человек взрослый, опытный, есть опыт выхода на сцену большую. Есть? Да. Краткость сестра таланта. Или, может быть, ты чаще всего в группе выходишь, или сольно тоже выходишь? Да. По-моему, гибридно, да? Вроде и так можешь. Ага. Ну, Да, мне кажется. хотела бы тебе пожелать дальше не оставлять музыку, да? Вот у вас есть замечательная группа,
как-то развивать ее, развиваться в вокальном плане и открываться душой для зрителя. Вот. Спасибо. Поздравляю. Что думает Станислав Петрович? Вам слово. Артем, второй раз я слышу именно в исполнении, скажем так, якутской песни, да, именно народной, скажем так, ближе к народному все-таки. Это здорово на самом деле, да, потому что у нас есть поколение, которые поют такие песни, да, и действительно это интересно слушать, да. Есть какие-то свои народные нюансы, да. Вот я, конечно, сильно вот такие моменты, на таких моментах бывает в жюри, когда зовут, например, если там исполняются какие-то народные сильно песни, да, вот даже на русском, на якутском, я сильно бывает так, что не сижу в жюри. А сегодня вот я послушал, есть музыкальность, да, есть очень такая своя манера исполнения песни, да, это чувствуется, как красивый тембр. Есть техника, да, вот своеобразная, именно народная техника, да, вот Дагарян там. Вот, и я, скажем так, не удивлюсь, да, если в будущем, да, вот стадионы будешь собирать, да, просто это действительно так, потому что именно вот такие люди, на самом деле, в Якутске, да, ну, наша республика, вот такие люди потом растут и становятся известными людьми, на самом деле, да. Вот, поэтому мне кажется, вот для этого все есть. У вас хороший руководитель, хорошая группа. Вот видно, что развиваешься, да, не только на гитаре наверняка играешь, да, например, и поешь. Дальше, если так будешь продолжать, соответственно, мне кажется, дорога от дороги как бы открыта для того, чтобы совершенствоваться и, соответственно, быть популярным человеком наверняка. Вот поэтому вот именно я тоже был раньше свидетелем именно таких детей, которые вот на сцене стояли, вот так же скромно пели, скромно отвечали. Потом сейчас они на сцене поют уже и в театре эстрады поют, да. Так что поздравляю, спасибо. Спасибо, Станислав Петрович. Зинаида, что думаете вы? Так, мне очень понравилась энергетика. Действительно, с середины. Жалко, что с середины. Мы услышали Артема по-настоящему. Он очень теплый певец, у него действительно хорошее будущее, действительно, возможно, и полные стадионы, но для этого ему надо заниматься вокалом, именно распеваться. А сейчас мы слышим немножко такое интуитивное пение, природное его, да, но это очень даже хорошо, потому что он знает себя, знает свою природу, но это надо развивать именно профессионально. Распеваться, например, да, слышать ноты, да. А в этой песне я бы посоветовала, если он не слышит, вот ему сложно вступать, да, немножко поменять вступление, что-то другое добавить, что для него будет удобно, и сразу он попадет в эту ноту, и уже сразу с первых нот он заявит о себе, и от начала до конца мы услышим его настоящее такое красивое пение. Спасибо. Но если ты, Артем, вдруг станешь популярным, ты будь готов, что будешь давать интервью у нас, не забывай, где вот начинал, на каких истоках. Иди скорее к Даяне, тебя уже ждет. Артем, Кельман, я тебя уже стою, жду. Буду задавать тебе вопросы. Надеюсь, ты мне расскажешь, да? Ну, песня у нас на века, да? Не забывайте о своих предках, правильно? Как-то с элементами рока, да? Вы в группе вот этот рок исполняете часто или нет? Рок. Да. Да, вообще у нас очень такой многосторонний Артем, также ты спортсмен, занимаешься волейболом, да, в том числе, правильно? Скажи-ка, какие у тебя спортивные достижения? Может, да, по волейболу кого-то там победил? Какие-нибудь районы? Артем, давай. На соревнования. Дети Азии, да? Ага, что она? Сахалет, Меха, я переведу нашим зрителям. Сахалет. А руководителя как зовут? Иннокентий Афанасьевич. Ага, Иннокентий Афанасьевич как помогал, да, готовиться? Ага. Сколько долго готовились, да? Ага.
Антон, в группе у вас сколько там участников? Сколько? Училабын ақтықпен 5 бит. 5 человек в группе, да? И они, наверное, все тебя поддерживают? Блин, дилер, да? Артем, да, удачи тебе. Ага. Ну, конечно же, Артема мы не оставим без призов, да, без наших подарков от нашего телеканала. И вот жюри сказали тебе, что ты будешь забирать все стадионы, да. Пожалуйста, пригласи меня на свой концерт. Ага. А из вот наших артистов, кого ты любишь, там, Умсура, может, Киджайн, кем восхищаешься? Зара? Эти, конечно, я переведу. Это Миха. Байбл, Эминеп, Аскван Павлов, Эльбех. Вообще, да, очень именитые такие певцы, прославленные. И, конечно же, их имена уже навеки вечные, они запечатлены. И я думаю, что твое имя тоже будет на якутской сцене. Спасибо, Артем. На эту сцену мы приглашаем 7-го участника. Это Полина Попова. Она тоже приехала к нам с города Покровска и также исполнит такую, значит, патриотическую песню. Давайте внимание на экран, будем все знакомиться. Я Попова Полина. Приветствую всех. Надеюсь на теплый прием и успех. Прошу знакомиться со мной. Сама из Покровска, 11 лет. Открыта, скромна, позитивна. В разных конкурсах активно. Вот до финала я дошла, конкурса вот это да. А в этом помогли моя семья, мои друзья, мой музыкальный педагог. Спасибо вам, благодарю я вас. Всем улыбок и прекрасного настроения. Я иду по полю по лисицевам, буйным цветом поле травы спелые. Говорю о жарком лете с птицами, да плету себе венок из клевера. Я считаю облака кудрявые и бегу за ветром в рощу белую, а кругом все ароматы пряные, из цветов и многотравья сделаны. В хороводе березовом закружусь, под высоким небом синим, и чистейшего воздуха я напьюсь, воздуха моей России. Дышу полной грудью, но не надышаться, и звон колокольчиков в сердце пролился. Какое же счастье в любви признаваться земле, на которой родился. Лентой длинною и серебристою, извивая змейка, речка тянется, вдаль уносит свои воды быстрее, омывая берега песчаные. Окунусь в ее прохладу свежую, отдохну в тени подружки Ивушки. Полетит над речкой песня нежная про сторонушку мою родимую. В хороводе березовом закружусь, под высоким небом синим, и чистейшего воздуха я напьюсь, воздуха моей России.
это да, Полина, вот просто чувство гордости прямо с твоих уст о песне, мне кажется, прозвучали сегодня. Как ты вообще волновалась? Немного. Ну, вообще не скажешь, кстати, что ты немножко волновалась. А это твое первое вот такое выступление на сцене? Да. То есть это твой еще и первый раз. Ну, давай послушаем, что же скажут член жюри. Интересно узнать, потому что все-таки такое красивое исполнение, да, вот сразу представились пейзажи. Давайте начнем с Семена. Я очень восхищен вообще костюмом, подбором песни. Вот это гжель, ты выглядишь просто великолепно. Кокошник. Прям в сказке играть, в русской народной. Просто невероятно, честное слово. По поводу песни хотелось бы сказать о том, что начала как-то осторожно, не знаю, может быть, щупала сцену, как щупала музыку. Вот. А потом уже освоилась и так прекрасно себя чувствовала. И уже глаз, смотрю, горит, и уже с удовольствием поешь. Мне очень понравилось, я прям в восторге. Спасибо тебе большое. Спасибо. А как оценила? Правильно, вот, как думаешь? Да, правильно. Ну, уверенностью нашей Полины вот не занимать. А что думает Зинаида? Очень хочется узнать. Что... Поздравляю тебя, Полина. Мне очень понравилось твое выступление. Вот это вот вся природа, все это я почувствовала, увидела. И хочу отметить, что у тебя очень красивый тембр. Мне очень понравилась слаженность регистров. Все слова были пропеты, все я услышала. И песня тебе очень идет, ты очень тепло, вот с теплом все это выступила. Даже не верится, что у нее только вот этот первый опыт, да? Как будто всегда была на сцене. Мне очень понравилось. Поздравляю тебя. Спасибо. Ну и Станислав Петрович, что думаете вы? Полина, поздравляю. Действительно, образ очень хороший вообще. Такая красивая девочка стоит. Песню исполнила тоже, ну, по-своему, да, потому что, ну, сначала песню уже выдала все полностью до конца. Ну, это, соответственно, как почувствовала, так и пела. Но единственное то, что для конкурса мне не хватило, это ну, как-то доработки, да, песни, чтобы это как эта песня, ну, я первый раз слушаю эту песню, да, очень красивая песня, мне бы хотелось чуть-чуть рассказать эту песню, вот рассказа чуть-чуть не хватило, да, вот бывает, например, постепенный рассказ песни, вот этого чуть-чуть, а так поешь, интонируешь, очень здорово, спасибо большое. Спасибо. Ну, в любом случае, комплиментов больше, поэтому я тебе скорее отправляю к Дайане. Я как злой этот. Я в жюри сижу тут. Самый такой, да? Поэтому я тебе тоже поклонюсь, да. Ну, понравилось то, что сказала тебе жюри? Да. Угу. А вот давай представим, что ты вот сейчас оказалась шестым членом жюри, вот, и ты видишь свое выступление. Как бы ты его оценила? Не выгнали бы. Ну-ка, давай. По пятибалльной шкале давай поставим тебе оценку. 4. 4, а почему? Первые мне не понравилось немного, но это красиво. Да, и ты сама тоже очень красивая. Уже 100 раз сказали, какая же красивая у нас Полина, да? Конечно же, мы тебя тоже не отпустим без наших подарков. Смотри, какой букет, вот под твой образ, да? Ты уже большая молодец, финалистка. Желаем тебе удачи. Ну а мы вернемся после небольшой паузы. У нас на сцене спешит уже, конечно же, 8-й участник Саяна Заблоцкая. Она у нас поет очень красивую, на мой взгляд, песню. И она ей, кстати, очень подходит, потому что исполняла она ее уже неоднократно. Кстати, если вы узнаете, то обязательно аплодируйте, пойте вместе с ней. И, конечно же, поддержите ее, дорогие наши телезрители и зрители, которые находятся в студии. Я предлагаю знакомиться с ней. Внимание на экраны.
Здравствуйте, меня зовут Забадская Саяна. Я учусь в 10 классе в Мирунской школе номер 1 имени Гаврила Егорова. Я очень рада, что попала в финал проекта «Вот это да» телеканала «Якутия-24». Я очень люблю петь песни на разных языках, особенно на корейском и английском. В ансамбле «Канчари» я занимаюсь с подругами уже 3-й год. По поводу, кем я хочу стать, я еще не определилась, но точно знаю, что это должно быть связано с музыкой. В школе мне нравятся предметы гуманитарной науки, и за меня болеют, конечно же, мои родители, друзья и родственники. Спасибо за внимание. В юном месяце апреле в старом парке тает снег, и веселые качели начинают свой разбег. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди, только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Смывая выше ели, не ведая преград, крылатые качели летят, летят, летят. Крылатые качели летят, летят, летят. Детство кончится когда-то, ведь оно не навсегда. Станут взрослыми ребята, разлетятся кто куда. А пока мы только дети, нам расти еще расти. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Смывая выше ели, не ведая преград, крылатые качели летят, летят, летят. Крылатые качели летят, летят, летят. Шар земной быстрее кружится от весенней кутерьмы, и поют над нами птицы, и поем, как птицы мы. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Смывая выше ели, не ведая преград, крылатые качели летят, летят, летят. Крылатые качели летят, летят, летят. Саяна, вот это да. Сразу захотелось, мне кажется, пересмотреть «Приключения электроника». А сама смотрела? Уже посмотрела это? Волновалась? Да. Сильно волновалась? Нет. Ну, ты сегодня, кстати, немножко прям даже похожа, да, на героя, который вот играет главную роль. Ну, а как вообще оцениваешь свое выступление? Я вижу, очень... Я пела за кулисами, и тут пели все. Как вот оцениваешь? Неплохо. Неплохо. Ну, давай посмотрим и послушаем, что же скажет наше профессиональное жюри. Начнем с Прасковьи. Да, Яночка, поздравляю тебя с выступлением, что прошла финал. Так приятно было окунуться
в школьную пору. Да, я помню, на уроке музыки мы пели эту песню частенько, да, и это очень, как сказать, ностальжи, такая песня, да, ага, классика, можно сказать, классика уже, да, классическая песня. Ну, образно, очень образно спела, да, ага. Песня тоже непростая, такая, вроде бы детская, юношеская, но такая очень, ага, непростая песня, да. Но я думаю, справилась, да, молодец. Спасибо. Екатерина, что думаете вы? Саяна, поздравляю тебя с почти уже окончанием пути в этом конкурсе. Что большая молодец. Я просто задумалась. Все окунулись Да. в детство, поэтому... Просто у меня немножко такой профессиональная немножко болезнь, да. Я являюсь педагогом музыкального колледжа и уже сижу и думаю, так, какой класс, 10 класс, через год закончит 11, надо ей поступать, я уже в таких мыслях. А если ты никуда не поступишь, ну, если ты вдруг захочешь связать свою жизнь с музыкой, мы тебя будем с удовольствием ждать на вокальном отделении Якутского музыкального колледжа. Такой кристальный... Да, кристальный чистый голос, да. Песня непростая, с достаточно большим диапазоном, с таким длинным дыханием, да. И были места, когда ты тоже удивила своим длинным дыханием. Конечно, сейчас немножко у тебя техника детская, да, но это для нас, педагогов следующего звена, это является плюсом, когда мы получаем чистый материал, нам с ним удобнее работать. Но вообще, большая молодец. Я думаю, ты именно справилась с задачей этой песни, донести вот это вот такое ностальгию, да, такую чистые воспоминания о прошедшем детстве. Я думаю, с этой задачей ты справилась 100%. Спасибо, но тебя уже вот учиться позвали, так что ты потом можешь после конкурса обязательно вот телефончик у Екатерины взять, и она тебя обязательно проконсультирует, наверное. Станислав Петрович, а что думаете вы? Очень знаменитая песня, и мы все наверняка, нашего поколения наверняка, все знают эту песню, все пели эту песню, да, по крайней мере, я много раз исполнял эту песню. И смотрите, ну, своеобразное исполнение, по-своему спел эту песню, да. Мы действительно очень хороший фальцет, такой звонкий, громкий фальцет, да. А то бывает, когда занимаешься ну, с детьми, со студентами, иногда бываешь, развиваешь только фальцет. А тут готовый фальцет. Вот очень хорошее предложение. Если хочешь стать вот, вокалисткой, да, мне кажется, все шансы, да, есть. Учись, развивайся. Спасибо большое за такую прекрасную песню. Вам спасибо. Спасибо, но я тебе уже желаю удачи и отправляю тебя к Даяне. Я тебя уже здесь жду. Сразу заметила твой образ, и я сама вспомнила, да, мои школьные времена. Давай сразу спрошу, как у тебя оценки-то в школе? Я хорошистка. Любимый предмет? Гуманитарный. Гуманитарный? Да, Музыка, русский, может? литература. Да, музыку тоже люблю. А у меня вот в школе мой учитель, да, по музыке был достаточно строгий, но, возможно, именно поэтому я не умею петь, да? Да, и вот в будущем, когда ты, ну, я думаю, ты станешь все-таки известным вокалистом, не забудь меня, пожалуйста, и дать мне автограф, хорошо? Обещаешь? Без призов и подарков мы тебя, конечно же, не отпустим. Ты большая молодец, ты в финале, и для меня, для всех своих любимых, да, зрителей, тех, кто тебя поддерживает, ты уже победительница. Удачи тебе. Спасибо. Ну,
А следующий 9-й участник у нас Александра Галаева. Она исполнит песню, оказывается, на венском языке. Очень хочется скорее послушать. Давайте с ней знакомиться. Внимание на экраны. Всем привет, меня зовут Галаева Александра, и мне 9 лет. Я из Тампонского района села Новый. Мы с руководителем выбрали венскую песню «Танец солнца», которую поет певица Саина. Мы ее выбрали, потому что она очень яркая, веселая, подвижная. В общем, она мне очень нравится. Кроме вокала, я люблю рисовать, проводить время с друзьями и занимаюсь танцами и настольным теннисом. И также хочу передать привет всем моим близким, друзьям и тем, кто за меня болеет. Ожидаю только лучшие эмоции. Конечно, хочу занять первое место. Александра, Сашенька, вот это да, мне кажется, сегодня ты озарила нас всем солнышком. Действительно, волновалась? Чуть-чуть. А давно на сцене? Мне кажется, давно. Ну, давно, с детского сада.
С детского сада, ничего себе, ну сразу слышится опыт. Мне кажется, многие арктические улусы сегодня посмотрели, очень гордятся тем, что такое молодое поколение помнит венский язык, еще исполняет на таком республиканском уровне, на таком шикарном конкурсе такие хорошие песни, да? Сама выбирала? Мне помогла моя мама Виктория Ивановна. Она сейчас мой руководитель. Ничего себе. И мама, и руководители, поддержка сегодня с тобой? У меня с поддержкой мама и моя бабушка. Здорово, но самое главное, что не одна. Давай послушаем, что же думают наши члены, профессиональный член-жюри. И давайте послушаем Зинаиду. Очень хочется ее послушать. Поздравляю тебя с твоим выступлением. Очень хорошее выступление. Я прямо ощутила энергетику севера. Это очень хорошо у тебя получилось. Мы услышали, мы увидели, как ты танцуешь. Вообще очень смелая девочка. Сразу видно, что вот, обычные дети, которые занимаются хореографией, они очень смелые, смело выходят на сцену и показывают себя вот во всей красе. Да? Очень органично вот с телом работала. И я думала, наверное, это, возможно, вот дыхание задерется, и это помешает вокалу. Но нет, ты справилась. Мы услышали голос оленя, да, подражала, голос птицы. И это было очень чисто, четко. Мне очень понравилось. Я поздравляю тебя. Спасибо. Спасибо, Прасковья. Вам слово. Да, поздравляю тебя, Александра, да, с выступлением, с таким ярким выступлением, да. Ты нас прямо озарила, можно так сказать, да, как солнышко. Что я хочу сказать, да? Хорошо, что ты вот, да, ищешь интонации, да, в голосе, когда изображаешь, да, там, ну, чай, да, там, сегодня ты чайку изобразила, там, какие-то, да, горловое пение, меняла голос, да, где-то высоко, да, пела, где-то ниже, да, как-то вот так вот, ага. И костюм у тебя очень такой красивый. А можно вот... О чем песня была? Это песня о том, как, ну, про танец. Про танец, где танцуют. Ага. Призыв к солнцу или как-то? Ну, танец солнца, типа, танцуют. Единородный. Ага. Радуется солнышку, наверное, да? И ты хотела, наверное, это показать. А кто написал? Сказать вообще вот автором, да, этой песни, это действительно визитная карточка, да, и это очень конкурсная песня. Молодцы, что выбрали эту песню. Да. Что там все Спасибо. и танец, Ну и хочется да, послушать. Послушать Семена, вам бы слово, вам, пожалуйста, как артист, действительно, такое выступление артистизное. Мне на самом деле очень тяжело оценивать якутские песни, якутскую культуру, так как я не был с ней связан. Я сам родом с Красноярского края и живу в Якутии на протяжении 5 лет. Но на протяжении 5 лет я с культурой якутской связываюсь каждый день. И очень восхищаюсь ей на самом деле. И ты меня сегодня поразила, честное слово. И танец, и песня, и горловое пение. Я прям сидел, улыбался, восхищался тобой. Спасибо тебе огромное. Ты большая молодец. Продолжай развиваться только вперед и ни шагу назад. Вам тоже спасибо. Сегодня вот вы узнали венскую песню, еще одно наше достояние, да? Я тебя отправляю, Сашенька, к Даяне, беги скорее. Я тут, Саша, какая ты красивая, какой у тебя костюм. Скажи, что это за костюм, как называется? Это венский костюм. Узоры какие-то, да? И какой смысл в них заложен? Ну, якутские, венские узоры. А песню долго учила? Вот у меня, например, с памятью не очень. Мне кажется, я весь эфир уже себя занижаю, да, ну, смотря какие у нас талантливые дети, но это вот так. Долго учила песню? Ну, так-то я быстро учу песни, но эту песню мне было чуть-чуть тяжело петь, поэтому я где-то, не знаю, наверное, через
неделю, наверное. Ну это очень быстро вообще, прям вообще супер умничка. Конечно же, опять же, подарочки тебе вручаем, желаем тебе удачи, и ты большая умничка, как и все наши участники. Ну, а на сцену выходит 10-й участник Анаит Вмасян из города Якутск. Она исполнит поистине интересную и красивую песню. Давайте с ней скорее знакомиться. Внимание на экран. Всем привет! Меня зовут Вмасян Анаит, мне 12 лет, и я финалистка музыкального телевизионного проекта «Вот это да, дети». Я очень рада быть тут и хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживал меня, мою семью, друзей, учителей и, конечно же, вас, телевизионных зрителей. Музыка – это моя страсть и возможность выступать здесь, на такой большой сцене. Этот проект мне дал новый опыт, новые знакомства. Я волнуюсь, но я думаю, что все будет хорошо. Здесь быть не может робких и слабых, а сильные наперечет. Борется, вьется в дорожных ухабах маленький грузовичок. Словно по кругу привычная гонка, так бесконечна война. Сидит за баранкой машины девчонка, только не знает она, что будет месяц май, и будет путь домой. И на крылечке мать вот-вот сплеснет рукой и защемит в груди, и в горле встанет ком. Радость в глазах слезит. Здравствуй, ну здравствуй, дом. Знаки дорожные, улиц упруженных, Тверь, Кишинев, Бухарест. А над Калиною кружится черный дюралевый крест. Под этим крестом, как под тем кругом ада, теряя друзей и подруг, ходила и ездила не за наградой, а чтоб разорвать этот круг. И чтоб был месяц май, и чтоб был путь домой, и на крылечке мать вот-вот сплеснет рукой и защемит в груди, и в горле встанет ком. Радость в глазах слезит. Здравствуй, ну здравствуй, дом. Победный салют, осветленные лица, по-детски восторженный взор. И к этой победе смогла ты пробиться, девчонка, военный шофер. И будет месяц май, и будет путь домой, и на крылечке мать вот-вот сплеснет рукой и защемит в груди, и в горле встанет ком. Радость в глазах слезит. Здравствуй, ну здравствуй, дом. И будет месяц май, и будет путь домой, и на крылечке мать вот-вот сплеснет рукой
Очень крутое исполнение, и такое серьезное достаточно, да, в Великой Отечественной войне, по-моему. Почему именно такой выбор пал на такую очень серьезную, грустную, на самом деле, песню? Мы выбирали ее с преподавателем, и я хотела показать, как сложно было в годы войны. Ну, мне кажется, вот прям такая дрожь, да, у тебя, наверное, да, сложно было все-таки. Давай послушаем, что скажет член жюри. Начнем с Станислава Петровича. Анаид, поздравляю, действительно, я почувствовал, да, вот переживания. По-взрослому спел эту песню, да. Вообще, очень огромный потенциал, да, вот есть большой, ну, сначала внизу пела, потом октаву наверх поднялась, да. Этот диапазон очень хороший для того, чтобы петь сложные песни. Вот. Ну, так как я просто скажу свое мнение, потому что вижу, что есть хороший потенциал, вижу, что занимаешься вокалом, да. Я вижу, что над песней поработала, или с преподавателем вместе поработали, пытались что-то видоизменять песни, да, это все ощущается, что это вижу, потому что эту песню я знаю. Вот единственный момент, где наверху поешь, да, вот это там больше на этот, надо, ну, там есть определенные приемы, да, наверху петь правильно, да, вот, вот эти моменты мне, да, микс там наверху петь, да, и так далее. Вот, и ну, я больше слышал связки, да, а так очень хороший, скажем так, очень хорошая исполнительница, вообще все возможности есть для того, чтобы развиваться и петь сложнейшие песни, на самом деле, для того, если правильно будешь заниматься. Спасибо большое за прекрасную песню. Спасибо. Екатерина, вам слово. Анаид, поздравляю тебя с завершением, с окончанием конкурса. Я соглашусь с мнениями жюри, да. И что хотела сказать. Конкурс есть конкурс, и здесь немаловажно то, что вы выбираете. Да. То есть, если мы говорили о том, что были здесь выбраны слишком популярные и простые песни, то эта песня, она слишком сложная. Да. На конкурс нужно выбирать то, что... в чем вы уверены 100%, что сделано на 200%, потому что в конкурсе всегда присутствует волнение, тем более в студийных конкурсах, да, где это происходит в студии, здесь немножко другие аудиоэффекты происходят, акустические такие, могут быть ловушки, может быть, ты эту песню в зале концертном хорошо бы спела, а здесь получается так, что что-то может не получиться, да? И это нужно все учитывать, и у тебя очень хорошие данные, да? Ты бы другую песню, вообще, наверное, я верю, что ты супер справляешься со сложными песнями, но сегодня были такие моменты, когда ты, наверное, сама чувствовала, что вот-вот и сорвешься. Были такие моменты? Да, и вот это чувствовалось, да, и еще раз повторю, что на конкурс нужно брать то, в чем ты уверена на 200%. Да? Ну, очень дельный совет, да, на самом деле. Давайте послушаем Зинаиду. Да, я соглашусь с тем, что на конкурсе надо брать те произведения технические, которые уже наработаны, они есть. И, конечно, учитывая волнение, да, когда еще вот такая песня глубокая, да, когда вот пропускаешь это все, это уже слышно, что было немножко дребезжание, и потом наверх идти было сложно. Но я скажу тебе, что твоя идея, замысел, это мы почувствовали, что ты хотела сказать, и это, наверное, тоже главное. Спасибо. Поздравляю тебя. Спасибо, но я хочу сказать, что ты уже победитель, ты в финале, поэтому удачи тебе, и отправляю тебя скорее к Даяне. Беги скорее. Да? Наид, прекрасное исполнение. Я также хочу сделать тебе комплимент. Какое красивое платье. Красный цвет тебе реально к лицу. Скажи, пожалуйста, кто тебя сегодня поддерживает? Со мной приехали
мама и папа. А какой жанр, да, исполнения тебе самой нравится? Музыки? Может, исполнитель какой-то или какая-то есть определенная песня, которую ты прям вот, там в душе, например, поешь? Я люблю патриотическую музыку. Вот Юлии Паршуты, вот эта песня «Месяц мая», она мне очень нравится. Здорово. Ну, я считаю, что ты ее просто шикарно исполнила. Вручаем тебе прекрасный наш букет и подарки от наших спонсоров. Спасибо тебе. Ну, а к нам уже спешит предпоследний участник Элеонора Петрова. Она также исполнит якутскую песню. Скорее давайте с ней знакомиться. Внимание на экран. Здравствуйте, меня зовут Петрова Элеонора. Я живу в селе Намцы, мне 10 лет. Я финалистка конкурса «Вот это да, дети». Я выбрали с руководителем песню «А я нет». А также, кроме пения, я играю на фортепиано и помогаю по дому. А так еще, когда вырасту, я хочу стать известным музыкантом. Всем участникам желаю удачи. Tügenleri beri çopçu solubun uyan bereri Çoluban nura sulu Güngülür karanlığa gödü temmin Ayanları barı gülüm ürüdü Yürek gödü ürüdü bitten öne yeri Yürüken yere sulu Konuk siri beri tipeke bien Kayo takdirde tügemer Kayız kabın hıyan bereri Kotuk olur sulu Hırah hırah hыңırtалырып sarıla ылыктары бары Уян берери ыйыны кым сыйыла ғасырдықтары да Ыйыдан алыр сырыдығы ам Конук сири бери тибекке бен Қойы тақтырды түгемер Қайыз қабын ыйын берери Котук улыр сулу Элеонора, вот это да. Очень крутое исполнение. Вот какие у тебя... ну, расскажи, волновалась? Да. Вообще не скажешь, очень такая серьезная, сдержанная. А про что песня? Смысл? Расскажи, пожалуйста. А я нет. Доброе что-то, наверное, да? Мгм. Доброту унесет. Ну, давай послушаем, что же скажет член жюри. Семен, вам слово. Ох, опять. Спасибо тебе большое.
Все. Со знакомства Вот только. она сегодня у нас так Вот красиво Мне бы очень хотелось, на самом деле, узнать, о чем песня. Хотя бы так кратко. не понимает. А я нет. Ну, по подаче, наверное, казалось, что что-то очень про доброе, хорошее, да? А вот как вот выступил, вот как артистка? Вот как... Как артистка не могу, так сказать ничего плохого. Ты большая молодец, ты очень артистичная, очень яркая. Тебе, как по мне, тебе очень нужно больше открываться, открывать свою душу и открываться перед зрителем, как артистки. И, может быть, такие люди, как я, которые не понимают якутский язык, будут понимать, не зная языка, да, будут понимать все то, о чем ты поешь. Поэтому работай, думай, вкладывай душу в песню. Ну, в любом случае, ты справилась. Спасибо. Прасковья, что думаете вы? Да, я слышала эту песню в исполнении мужчины, ну, как сказать, мальчика, да? А я нет, я помню, так, вот это. Я думаю, девочке, наверное, сложнее исполнять эту песню. Она более как-то вот, ну, не знаю, мне показалась более мужская, наверное. Но молодец, все равно справилась с задачей, да, пыталась сделать образ, да, очень серьезно настроена. Видимо, была на песне, да? Ну, в любом случае, ты молодец, справилась, можно расслабиться уже, да? Давай послушаем, что скажет Станислав Петрович. Леонора, не расстраивайся. Во-первых, почему я вот вижу, да, вот расстроилась. Почему? Потому что вот в конце, да, какие-то моменты были. А на самом деле мы все тут профессионалы сидим, да, мы с первых, ну, если половина песни человек поет, уже мы понимаем, какой этот человек на сцене стоит. Так что вообще не расстраивайся. Это то, что маленький кусочек, то, что неправильно спет, это ничего не решает на самом деле. Вот, так что можно свободно дышать. По поводу песни, да, я эту песню первый раз слушаю, по-своему, да, спела, по-своему почувствовал эту песню, да. Хотелось бы дальше, чтобы занималась, дальше развивалась. Спасибо большое за такую песню. Не расстраивайся. Спасибо. Ну, Элеонор, ты уже звезда, поэтому скорее беги к Даяне, она уже ждет тебя. Слушай, твое мнение. Девочкам уже комплименты делаю. Да. Скажи, о чем ты думаешь? Улыбаешься? Радостно? Радостная? Да. Или грустишь ты? Нет. Радость, да? А вот скажи, как готовились-то к выступлению? С кем? С руководителем Как зовут? Мария Егоровна. Может, спасибо хочешь сказать ей? Скажи давай. Спасибо. О, а Элеонора у нас очень такая скромная, боевая девочка. Мы тебе вручаем, конечно же, букет цветов и приз от нашего спонсора. Спасибо тебе большое, Элеонора. Ну и завершает наш конкурс последний участник Виктор Яроев. Он тоже с Якутска, поэтому давайте скорее с ним знакомиться. Внимание на экран. Всем привет, меня зовут Яроев Виктор. Мне 11 лет. Я финалист шоу-программы «Вот это да, дети». Уже 4 года занимаюсь в студии эстрадного вокала «Сырдык Сюрянь» Екатерины и Алексея Егоровых. Также я еще занимаюсь НПК, олимпиадами и еще учебой. Когда я смотрел программу шоу «Вот это да, дети», я очень волновался, кого же выберет жюри. Но я так обрадовался, когда жюри выбрало меня. Всем участникам желаю удачи. Я ожидаю получить новый опыт, выиграть. Я хочу выиграть еще. Передаю привет родителям, сестре и всем родственникам.
Lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, buon partigiano come presidente, le contaraglie sempre nella mano destra, canarica sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con la canzone, con amore, con il cuore, canarica sopra meno cuore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con l'occhio e piede di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, lasciatemi cantare un italiano vero. Buongiorno Italia con si spaventa e con la crema da barba la menta, con la vestita gestata sul blu e la voglia la domenica in TV. Buongiorno Italia con caffè ristretto, le carte nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tenere e in tuccetto giudicare seria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con l'occhio e piede di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, lasciatemi cantare un italiano vero. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, lasciatemi cantare un italiano Вау, Виктор, ну ты сегодня вообще звезда. Хит 80-х исполнил. Сложно было? Не сильно. Нет, ну ты танцевал, прям ты, наверное, хотел зарядить нас всех энергией. Да. Зрители, зарядил у нас всех энергией-то. Да. Ну, здорово, давай послушаем, что же скажут наши профессиональные член жюри. Начнем с Зинаиды. Хочется послушать вас. Виктор, поздравляю тебя. Ты большой молодец. Очень хороший то, что ты выбрал вот этот репертуар. Он тебе очень идет. И с самого начала, как он встал спиной, да, когда вот это все, это уже настоящий артист готовый, да, все продумано до мелочей. Очень музыкальный, пластичный. Мне очень понравилось твое выступление. Но вот скажу немножко вот такой этот нюансик, да. Ну, для чего вот конкурс, да, для того, чтобы дети у нас росли, развивались. И итальянскую речь надо немножко вот повыше
И тогда ты попадешь в резонаторы, и тогда твой голос будет еще ярче и звонче. Немножко вот вперед, да? А вот это немножко вот наша фонетика якутская, вот там внутри, а итальянский все здесь, все здесь. И тогда твой голос еще будет ярче. Поздравляю тебя, ты большой молодец. Спасибо. Спасибо. Ну, конечно, хочется услышать мнение Семена, как такой артист новый. Уже Я, наверное, итальянском. соглашусь. Это уже настоящий артист, которого можно выпускать на сцену. Я сам очень люблю итальянские песни и сам их пою. И итальянский я понимаю. Вот. Да, по поводу именно итальянского языка. Тут, да, есть в речи, в итальянской манера речи. Что русский человек, что, я не знаю, француз, у него будут проблемы все равно с дикцией, как бы это не было. И у них все, особенно буква «ля», она должна быть очень мягкая, очень нежная такая. Ты справился со своей задачей. Очень артистичный. Ты меня очень порадовал, потому что я, когда услышал первые нотки, я такой, так. Вот, спасибо тебе большое. Это я понимаю, да? Как оцениваешь свое выступление сам? Ну, наверное, из 10 девятка. Девяточка, ну не скромненько. Давай послушаем, что скажет Станислав Петрович. Виктор, ну, мы послушали тоже известную песню. Многие знают эту песню. Тоже я послушал сегодня, наверняка, как понимает преподаватель, как понимаешь ты, да, в эту песню. Вот. Действительно, готовый артист, готовый номер можно выпустить хоть сегодня на какой-нибудь концерт, и наверняка получишь массу оваций. Вот. У нас как бы конкурс есть конкурс, поэтому мы должны оценивать. Вот. Единственное то, что, например, мне не хватило в этой песне, да, именно то, что свое, вот то, что какие-то нюансы, которые, скажем так, хотелось бы послушать. Может быть, это итальянская песня, эту песню так и поют на самом деле, да, но на конкурсе надо чуть-чуть удивить, вот этого удивления не хватило, да. Вот, по-своему спела вот, от начала до конца. Есть очень красивый, звонкий детский голос. Вот это все мы послушали, получили удовольствие. А вот именно по технической части, по драматургии там, и так далее, хотелось бы от большого артиста послушать больше. На самом деле драматизм в этой песне есть. Драматизма там было достаточно. Спасибо. Ну, как оценил себя, вот мнение, возьмешь что-то себе на заметочку от профессиональных наших жюри? Согласен? Да, я бы взял, согласен, да. Да, все-таки согласен. Молодец. Беги скорее к Даяне, она все подробности хочет у тебя узнать. Чао, Виктор, я тебя уже жду. Благодаря тебе я поняла, что я не хочу работать. Хочу отдыхать в Италии и есть пасту. Скажи, почему именно эта песня, кто помог ее выбрать? Даша сказала, что на 80-х годов. Ну, я эту песню выбрал, потому что мне итальянские песни нравятся. Это моя вторая песня итальянская в репертуаре. Ух ты! А первая какая? Это «Соле мие». То есть ты на итальянском разговариваешь, да, очень шикарно? Или Нет, нет? я не А разговариваю. хочешь выучить итальянский язык? Ну, он сложный, кажется. Да, сложный, но приятный, да, звучит? Приятный, да. Здорово. Ты вообще шикарно выступила, особенно твой образ меня просто поразил в самое сердце. И, кстати, ты сегодня в цвете, да, сердца, сердцеед будущий. Мы, конечно же, вручаем тебе приз от нашего спонсора. Виктор, ты умничка. Спасибо тебе большое. Ну вот и закончилась наша конкурсная программа второго телевизионного интерактивного вокального конкурса «Вот это да, дети». Свое исполнительское мастерство, я напомню еще раз, у нас приняли участники из Тампонского, Усалданского, Хангаласского, Намского районов и, конечно же, из города Якутска. Ну и совсем скоро мы узнаем, кто же из финалистов станет победителем нашего песенного конкурса «Вот это да, дети». Только что завершилось СМС-голосование, да,
на приз зрительских симпатий. И сейчас наши члены жюри уходят на голосование, подумают, определят, кто же будет нашим победителем. Ну, а нам с вами остается лишь болеть, переживать, немножко подождать и, конечно же, болеть за своих любимых исполнителей, конкурсантов. И совсем скоро мы узнаем имена наших победителей. Ну, а пока я хочу пригласить на эту сцену Гаврила Борисова, молодого исполнителя. Забыл, что значит ночь. Я забыл, что значит сон. Я забыл тебя совсем. Я устал от всех речей. Ты исчезла в небытии. Ты дождинка синеве. Я ничто, а ты нигде. Где мне скрыть свою печаль? В воскресенье будет дождь. Переулки закрепят, а в душе моей больной снова кошки заскрипят. Ты застыла в синеве, я руками резал нить. Окунусь в вино, как в чай, где мне скрыть свою печаль. Ниоткуда с любовью ты напишешь мне снова. Настанет день, новый день, в котором мы останемся дома. Ниоткуда с любовью ты напишешь мне снова. И настанет день, новый день, в котором мы останемся дома. Лучше спичкой сгореть, чем всю жизнь отдать тебе. Стать лишь тенью от часов или лаем твоих псов. Ветер тает огонек, этот писем всех итог. Город слушает меня, но не разбирает слов. А в воскресенье будет дождь. Переулки заскрипят, а в душе моей больной снова кошки заскрипят. Ты застыла в синеве, я руками резал нить. Ты ничто, а я нигде, где мне скрыть свою печаль. Ниоткуда с любовью ты напишешь мне снова. День, новый день, в котором мы останемся дома. Ниоткуда с любовью ты напишешь мне снова. И настанет день, новый день, в котором мы останемся дома. Прекрасное выступление. Многие, наверное, узнали эту популярную песню. Ну, а второго я хочу пригласить артиста. Это Айтала Винокурова. Скорее, под аплодисменты мы его здесь ждем. Ырас көмүс кол аскынан гитара гынылаңын оргуя гайылан бардын бары жон санатын көтөктү ылла ылла
тохтобоко Ән үлірірін долгуна Аласайытын тарғаны Кере айылғаны семир Ырастап талтылын тояр Ылла, ылла, керек олыс Ылла, ылла, доғытчук Ылла, ылла, жону ертен Ылла, ылла, тоқтобоко Тоқтобоко Ылла, ылла, керек олыс Ылла, ылла, доғытчук Ылла, ылла, жону ертен Ылла, ылла, тоқтобоко Тоқтобоко Ылла, ылла, керек олыс Ылла, ылла, доғытчук Ылла, ылла, жону ертен Ылла, ылла, тоқтобоко Тоқтобоко Ылла, ылла, керек олыс Ылла, ылла, доғытчук Ылла, ылла, жону ертен Ылла, ылла, тоқтобоко Тоқтобоко Очень крутое выступление, Дань, тебе понравилось? Очень здорово, вообще самое Здорово. сердце. Мы вообще получили такую энергию, кайф, драйв, вообще настроение прям на целый день, на всю неделю, в общем-то. Да, абсолютно согласна. Ну и, конечно же, хочется поскорее сюда всех позвать, всех наших финалистов к нам на сцену. Мы всех вас ждем. Давайте мы освободим для вас место, для наших уже победителей. Эти аплодисменты вам. Давайте громче, громче их поддержим. Сегодня выступили действительно, все волновались, все очень... но в итоге справились. Так, вы Какие все красивые. Еще раз повторяю, я всем уже весь вечер комплименты раздаю. Ну что, готовы слушать наши члены профессионального жюри, что же скажут? Очень нам всем супер интересно, поэтому давайте начнем с Екатерины. Дорогие финалисты нашего проекта, поздравляю вас, вы все большие молодцы, вы лучшие из лучших, выбор жюри, выбор организаторов проекта, вас выбирали со всей республики, да, и вы можете этим гордиться, и это большой шаг для вас. Конечно, это конкурс, и здесь победитель один, но остальные не расстраивайтесь, потому что любой конкурс – это опыт, это ступенька к вашему развитию. Вы большие молодцы. Поздравляю вас. Спасибо. Семен, что думаете вы? Я бы тоже хотел сказать слова благодарности, потому что я, посидев сегодня в жюри, окунулся в молодость, вспомнив, когда я был ребенком, ездил по конкурсам, когда занимался в музыкальной школе, по международным всероссийским конкурсам.
прям такие воспоминания нахлынули. Такое тепло в душе. Я хотел бы сказать вам всем огромное спасибо. Вы большие молодцы. Не нужно расстраиваться. Действительно, конкурс есть конкурс. Какой бы исход ни был, нужно развиваться, идти дальше. Только вперед! Спасибо. Прасковья, вам слово. Ой, меня так радует, что у нас очень такие талантливые дети вообще. Все вот 12 финалистов, все очень, вообще таланта очень много. Да, это очень радует. И радует то, что дети очень патриотично относятся, да, к своей родине. И порадовало вот это, что они вот, да, уделяют этому внимание. Это сейчас очень актуально, да. Поэтому то, что у нас растут такие дети, это очень хорошо. А победитель действительно один. Но у нас тут были горячие споры, можно сказать, да. Ну вот, да. Нельзя сказать, что кто-то лучше, да. Ну вот я как бы выделяю вот обоих. Спасибо вам за сегодняшний вечер, за праздник музыки. Хочу поблагодарить, а также преподавателей, родителей. Вы вложились, и сегодня вы все победители. И хочу отметить, что в будущем постарайтесь прислушаться к мнению жюри и в дальнейшем работать над собою, над произведением, над музыкальностью. И в добрый путь. Удачи вам! Спасибо. Слово предоставляется заместителю главного редактора телеканала «Якутия-24» Дмитрию Аргунову. Добрый вечер, дорогие участники, в первую очередь, уважаемые члены жюри, вся команда, которая работала над очередным сезоном проекта «Вот это да». Мне, как одному из руководителей телеканала, наверное, хотелось бы принести слова, в первую очередь, признательности в то, что эти участники и их педагоги вложили замечательный вклад в то, что в эфире нашего телеканала больше детского направления. Ведь золотой век якутского телевидения напрямую связан... Дмитрий, нам тут сообщили, что половину не услышали. Нам скорее отправляют микрофончик для того, чтобы все мы прекрасно его услышали. Давайте продолжим, на чем мы остановились. Начну сначала, и я бы хотел в первую очередь выразить признательность и участникам. Всем спасибо, дорогие дети, их педагогам, и уважаемым жюри во главе с Стасом Петровичем и всей команде нашего проекта, который завершает очередной сезон проекта «Вот это да, дети». Очень отрадно, что детское вещание, детское направление получает больше вес в эфире нашего телеканала, ведь золотой век якутского телевидения связан именно с детским вещанием. Ведь вспомним «Бизончик», который в нулевые годы был просто хитом наравне со взрослыми программами. И отдельное спасибо, конечно, нашим партнерам, прежде всего компании «Полиметалл», который не в первый раз поддерживает очень благородное начинание, поддержку детских талантов, поддержку детского искусства и выступает ярким примером социальной ответственности добывающей компании. И наступает момент такой очень яркий, очень выразительный, ожидаемый. Это, конечно же, награждение победителей текущего сезона проекта «Вот это да, дети». И я бы хотел очень скоро уже услышать имена победителей. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Ну, сейчас хочется передать слово нашему председателю жюри Станиславу Петровичу. Скорее, что думаете? Добрый вечер еще раз, дорогие телезрители. Сегодня мы действительно увидели очень хороший финал. Я хочу поблагодарить своих коллег. Мы очень хорошо поработали, очень хорошо
оценивали. Ну и, соответственно, хотелось бы поблагодарить ваших родителей и руководителей, потому что детское исполнение песен без родителей, без руководителей никогда не бывает. Их поддержка — это основа, да, для того, чтобы вы дальше развивались и дальше продолжали петь. Действительно, я вот в течение целого вот такого процесса, да, увидел много талантливых детей, много разные песни услышал. Действительно, сегодня стою вот так, как будто я, не знаю, с одной стороны грустно, с одной стороны радостно, потому что, во-первых, проект заканчивается, завершается в этом году, и, соответственно, грустно от того, что мы, на несколько дней мы прощаемся, да. Вот. Я хотел бы пожелать всем вам дальше развиваться, дальше петь и найти себя, никогда не болеть, вот. И радуйте своих руководителей и своих родителей. Спасибо. Спасибо, Станислав Петрович. Ну и слово члену. Ну что ж, наступил очень волнительный момент для всех нас. Кому же отдали свои сердца наши дорогие телезрители? Давайте-ка мы узнаем. Внимание на экран. Барабанная дробь. Мне кажется, очень волнительный сейчас Волнительно, момент. боже. Приз зрительских симпатий Валерия Помигалова. Приз вручает заместитель главного редактора телеканала «Якутия-24» Дмитрий Аргунов. Валерия. Валерия. Сертификат на сумму 20 тысяч рублей предоставлен спонсором нашего проекта, промышленной компанией «Полиметалл». Давайте все поздравим нашу Валерию. Сегодня это твой прекрасный. За нее проголосовало 1600 человек. Вообще Ничего себе! Это почти что, мне кажется, половина Третьей Республики, между прочим. Последний аплодисмент наш Валерий. Ура! Сегодня ты наша звездочка и уже победила. Ну, теперь же хочется узнать, кто уже занял у нас второе место в нашем проекте. Вот это, да, дети. Теперь слово предоставляется нашему члену жюри Станиславу Петровичу. Ой, Дмитрий, хорошо, вы у нас все знаете. Все, тогда барабанная... Микрофон, пожалуйста, Дмитрий. Нет, на второе место. Грамоту и сертификат за второе место сейчас наши ассистенты вынесут. И тем не менее я бы хотел еще раз поздравить всех участников, вне зависимости от того, какое место они заняли. Выйти на главную сцену, главный эфир нашей республики — это уже победа. Верно. Итак, кто же занял у нас второе место в проекте «Вот это да». Итак, барабанная дробь. Поддержите нас. Давайте, топаем. Так, у нас на экране, наверное, высветится. Тогда нам подсказывают. Станислав Петрович, подскажите, пожалуйста? Я сам объявлю. Да, давайте. Очень яркий номер, очень такой харизматический номер. Члены жюри со мной согласятся. Второе место в республиканском телевизионном песенном конкурсе «Вот это да, дети» занимает Виктор Ероев. Итальянский хит-артист, который сегодня прекрасно показал свое выступление со своим прекрасным костюмом, потому что он сегодня действительно уже звезда. Настоящий сердцеед, я бы сказала. Даяну он уже покорил. Да, вообще. Уже покорил. Ну, самое главное, мы подошли к самому главному. Даяна. Кто же стал победителем? Да, у меня прям мурашки по коже. И получит сейчас сертификат на пробежали. минуточку, да, в 50 тысяч рублей. Сегодня первое место у нас объявит наш председатель жюри Станислав Петрович. Давайте похлопаем друг другу.
Действительно, мы с удовольствием выбрали, после обсуждения, конечно, выбрали победителя сегодняшнего нашего финала «Вот это да, дети» на телеканале Якутия-24. И вот буквально через несколько секунд мы узнаем, кто же победитель сегодняшнего нашего конкурса. Пожалуйста, не показываем. Барабанная дробь. Победителем республиканского телевизионного песенного конкурса «Вот это да, дети» становится Александра Галаева. Единогласно, наверное, выбрали все члены жюри нашу Сашеньку. Наша советской песней. Очень сложно. Давайте громче, громче. Остальные тоже хлопаем, не расстраивайся. Сказать пару слов как победитель. Я очень рада, то, что победила конкурс. Уж слезы, не плачь, ты победила. Слезы радости, наверное, это, да? Слезы радости. Ну, в любом случае, ты рада, наверное, что сегодня приняла участие. Ты победитель, первое место заняла. Это же твой первый раз, правда? Может быть, посоветуешь вот нашим телезрителям, все, кто боятся, но очень хотят сюда прийти, какой совет подала? Ну, я бы дала совет никогда не бояться и идти к своей цели. Очень достойно от победителя. Ты звезда, ты молодец. Ну, дорогие телезрители, вот и завершился наш песенный интерактивный конкурс «Вот это да, дети». Мы находим таланты Якутии, даем возможность проявить себя всем начинающим вокалистам. Вообще пойте любимые песни, проявляйте свой талант, как наши юные исполнители, и пусть ваши мечты стать профессиональным вокалистом обязательно исполнятся. Пока-пока! Участвуйте, принимайте участие. Всегда мы вас ждем на телеканале Якутия-24.